2023 год был объявлен президентом нашей страны Годом педагога и наставника. В связи с поставленной темой работы Огинский национальный музей имени Гамбажапа Цыбекова сформулировал следующие задачи музейной педагогики. Это расширение сферы взаимодействия музейного сообщества и образования, формирование национальной идеологии, сохранение и развитие духовных ценностей, патриотического воспитания граждан, создание музейной аудитории – это дошкольники, школьники и студенты, расширение влияния музея на территории Огинского Бурятского округа. В рамках реализации формированных задач коллектив музея выделил приоритетные мероприятия. Это увеличение культурно-массовых мероприятий и охват населения, увеличение числа публикаций в средствах массовой информации и в социальных сетях, расширение образовательных проектов «Разговоры о важном», усиление социального партнерства с органами государственной муниципальной власти, педагогическим сообществом, организацией «Молодежь АГИ», Советом ветеранов, государственными университетами городов Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Чита. Развитие информационных технологий во всех видах музейной деятельности. В музейной деятельности одной из приоритетных задач явилась популяризация и сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей, проживающих на территории нашего региона и Огинского Бурятского округа. Нами был запущен новый проект «Турло-Быдырнып. Ищу родственников», который стал продолжением крупного музейного проекта «Славим наш род». В последнее время появляется все больше желающих узнать свои корни, найти своих родственников. Данный проект помогает людям найти родных и близких, потерянных на перекрестках судьбы. Одним из наиболее интересных и массовых проектов музея является проект под названием «Славим наш род». Исследование своей родословной помогает людям восстановить в своей памяти ментальность предков, понять их, разыскать ныне живущих потомков, воспитывает гордость за свой род, желание приумножать и прославлять его. Реализация данного проекта направлена на формирование чувства гордости и патриотизма, уважения к роду своих родителей, и эта работа будет продолжена в 2024 году объявленным Годом семьи. Сегодня Огинский национальный музей имени Гамбажапа Цыбекова активно принимает посетителей, проводит выставки и научно-практические конференции, снимает документальные фильмы, печатает фотографии, помогает землякам, студентам в выполнении дипломных и курсовых работ, организовывает научно-полевые экспедиции. В музее была проведена встреча и беседа с одним из значимых фигур буддийского мира, высокопочтимым гостем из Индии, наставником Далай-ламы Линга Ринпоче летом этого года. В течение 2023 года ведущим научным сотрудником нашего музея Дугаржаповым Баиром Дабаевичем смонтированы и выпущены через канал YouTube видеоматериалы в количестве 131 единицы. Наиболее яркие события 2023 года. Это научно-практическая конференция «Научное и культурное наследие Гамбажапа Цыбекова» с международным участием, посвященная 150-летию со дня рождения этнографа, востоковеда, ученого-путешественника, первого исследователя Тибета Гамбажапа Цыбекова. В ходе подготовки к данной конференции было создано научное сообщество и продолжает совместную работу с музеем в составе Жалсановой Бутит Цытып-Бункоевны, директор Государственного архива Республики Бурятия, доктора исторических наук, Лудуповой Евгении Юрьевны, заместителя председателя правительства Республики Бурятия, Гамбоевой Маргариты Ивановны, заведующей кафедрой теории, искусств и дизайна Забайкальского государственного университета, доктора культурологии, профессора. Новикова Александра Николаевича, профессора кафедры географии Забайкальского государственного университета, доктора географических наук.
и Шаракшиновой Елены Константиновны, заведующей кафедрой бурятской филологии Иркутского государственного университета, кандидата филологических наук. Открытие года педагога и наставника совместно с учителями бурятского языка и литературы Агинского округа и Забайкальского края. Участие научных сотрудников музея в форуме многодетных семей «Мы вместе». Семейная интеллектуальная игра «Таван Сысын». Во время проведения чемпионата России по стрельбе из лука в поселке Агинское организовано 9 площадок. Это встреча в музейной гостиной с олимпийскими чемпионами, проект «Матери и жены героев», выставка «Летящая песнь стрелы» об известных спортсменах-земляках, турнир по игре баргайнадом на центральном стадионе, электронный дневник о традициях и обычаях бурятского народа, выставка «Вселенная Бурята» и международная выставка «Летний вернисаж. Рисунок на Аноне» с участием художников из Монголии, Китая и России. И фотосушка «Спортивная слава Аги». Проведение бесед о ценностях человеческой жизни, разговоры о важном. Создание нового туристического маршрута «Ага. Родина героев». Проведение мастер-классов и турниров по грантовому проекту «Баргай Надам». Взаимодействие с детскими дошкольными учреждениями, с директорами средних общеобразовательных школ, колледжей, где в их план работы включены музейные мероприятия по предварительной заявке. В рамках реализации музейной педагогики практикуются встречи с людьми разных возрастов, лидерами общественного мнения. В работе по Пушкинской карте нашим музеем выработан алгоритм взаимодействия с муниципальными отделами образования, директорами и завучами по воспитательной работе средних общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений, что помогает значительно увеличить охват школьников. Но следует отметить, что кратно возросло количество бесплатных мероприятий, уроков, лекций, выставок, так как родители предпочитают сохранить деньги детей для совместных поездок в каникулы. Думается, что данная проблема является всероссийской. Есть факты, что вследствие этого в конце года сгорают значительные суммы. В декабре месяце вместе с педагогическим сообществом и другими учреждениями культуры на территории округа обсуждена данная проблема. Будем работать. В 2023 году увеличилось количество публикаций о деятельности музеев округа в средствах массовой информации, подготовленными нашими сотрудниками и музейными работниками сельских поселений. Данные показатели позволяют проследить, как осуществляется информационная поддержка мероприятий, а также те мероприятия и средства массовой информации, проявляющие интерес к музею, в которые в дальнейшем могут быть привлечены к совместной работе с музеем в качестве информационных партнеров. В газете «Агинская правда» было опубликовано 69 публикаций, в газете «Талон» 20 публикаций, на ГТРК «Чита» 48 сюжетов, на Агинском радио 42 передачи, на радио Бурят-ФМ города Улан-Удэ 2 сюжета, в журнале «Байкал» 2 материала, в газете «Земля» 1 материал. В настоящее время наш музей стал и архивом, и научно-исследовательским учреждением, и местом встреч. Музей выступает традиционным средством сохранения, отражения и формирования исторической памяти. Все музейные мероприятия направлены на сохранение культурного наследия бурятского народа, перед которым стоит задача гармоничное взаимодействие с другими культурами многонациональной России, современной цивилизации и одновременное сохранение собственного уникального своеобразия. Весь этот накопленный ресурс активно используется в целях сохранения исторической памяти среди молодого поколения. В наше сложное время важно поднимать дух народа, сохранять, приумножать культурное наследие народа и верить в счастливое будущее нашей многонациональной России.